17 февраля 1924 года считается днем рождения пионерской организации Якутии. Именно в этот день в Якутске проводился первый сбор первого пионерского отряда имени Спартака, в составе которого было 62 пионера. Пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина была массовой детской и политической организацией. Главная задача организации – помощь школе воспитать детей в духе любви и преданности Родине, дружбы между народами, приобщение пионеров и школьников к общественной работе, привитие добросовестного отношения к учебе и труду, воспитание всесторонне развитых, здоровых, жизнерадостных, смелых, не боящихся трудностей граждан великой Родины. Единый, мощный возглас пионеров – к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза «Будьте готовы! Всегда готовы!» Это был не пустой ответ пионеров, а за ними стояли реальные дела, полезные себе и Родине, неустанно овладевать знаниями, стать друзьями зеленых насаждений, шествовать над малышами, заниматься спортом, изучать родной край. Это было 22 апреля в городе Мирном у памятника трубки «Мир». Это было волнительно. Присутствовал на данном приеме пионеры мой родной дядя. Он привез мне тогда очень красивую форму. Нас принимали на площади Ленина, и мы все такие взволнованные, счастливые, стояли под снегопадом, снег выпал в то время. Для меня это было так волнительно, что вот именно мне досталась эта честь, что именно ко мне подошел ветеран войны с галстуком, он мне его повязал. И когда я шла домой, я была, помню, такая гордая, что вот я теперь стала пионером. Мы собирали макулатуру, собирали металлолом. Все мы тогда очень сплоченные. Потом каждую осень мы ездили на картошку, помогали совхозам собирать урожай. Когда я училась в Момском улусе, там, значит, был совхоз, и каждый вечер, в какой-то день определенный класс ходили по дворам и собирали остатки еды для того, чтобы обеспечить питанием завезенных в село свиней. Время было очень интересное, мы все были очень-очень заняты и помогали друг другу и окружающим. Но это прежде всего патриот, который любит свою родину. Это, знаете, что-то такое большое, что-то интересное, где много людей, детей, которые всегда что-то предлагают. Пионер должен быть достойным примером для младших, для октября. Следовали той клятве, которую давали своей пионерской организации, и старались быть лучшими. Мы верили всегда во что-то лучшее, во что-то интересное, что у нас все получится. Мы верили в себя, в свою страну и в своих друзей, которые находились рядом с нами. У нас ценная традиция была уважение старших. Хорошисты помогали отстающим, делали домашние задания, помогали в учебе. Мы стремительно смотрели вперед, и следующим шагом для нас было вступление в комсомольскую организацию по достижению 14 лет. При поступлении это тоже учитывалось, уже в комсомоле ты или не в комсомоле, потому что с 14 лет уже юношество начиналось, и мы уже в комсомольском возрасте поступали. Это сбор макулатуры и металлолома тогда еще. Не только классом, а всей школой выходили на территорию, которую нам отводили специально для этого, собирали металлолом, потом все это взвешивали, соревновались, какой класс победит. Я, к сожалению, не помню, победил наш класс или нет, но ощущение, что это было здорово и интересно, ощущение объединения нас, впечатление о том, что мы несем какую-то пользу обществу, они остались в памяти. Каждую весну и иногда осенью мы выходили на природу, и нам проводили спортивные игры между отрядами, зажигали костры. У нас был подшефный класс, который мы вели до конца 10 класса. С ними мы ходили в походы, работали в лагере. Наши зорницы, которые мы с удовольствием играли, ночевали в школе. В те времена были выходы в походы. И мы поехали в поход, я помню, был огромный такой большой пионерский костер, и меня принимали в пионер. А принимал меня и повязал галстук сам пионер-вожатый. Но самое яркое – это когда
Нас, делегацию из Якутии, несколько человек, 10 человек отправили в Орленок. Подружились с детьми со всего Советского Союза.